Ассаламу алейкум, витаю вас, друзья. Сегодня 27 января 2023 года, 21:00 по Берлину и 23 часа по Джахару. Друзья, приветствую вас. Так, сегодняшний наш стрим на русском языке. Ставьте лайки, пишите ваши комментарии, распространяйте ссылку на наш стрим, друзья. В войнах Делир Саламашал Гуль, Маш Вогель, Адам Хамзат, Заур, Саха, Хорзум, гражданин Ичкерии и все остальные, да. Юсупа ушел, да, он, не попрощавшийся. Маш Вогель, Шавига. Леди Вогель Маш. Так, пока собираемся, сводки с фронтов. Генеральный штаб Сбройных сил Украины сообщает: на сегодняшнее число за прошедшие сутки уничтожено 850 оккупантов. Итого их цифра достигла 124 710 человек. 7 танков, 6 боевых бронированных машин, 11 артиллерийских систем, 1 сбита анти-аэркрафт, 1 вертолет сбит, 33 БПЛА оперативно-тактического уровня уничтожено, 47 ракет уничтожено, 15 автомобильной техники и цистерн и 4 специальной техники. Ну, я полагаю, улов на 4 специальные техники сегодня приличный. Ну и сразу же хотел бы зачитать тоже от Генерального штаба сообщение по поводу готовящейся информационной психологической спецоперации. Так, сейчас я найду только, где это было. Это было здесь. Информационно-психологической специальной операции. Внимание, сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины. Российские спецслужбы готовят очередную спецоперацию по дискредитации военно-политического руководства Украины. Известно, что в ближайшее время начнется широкая информационно-психологическая спецоперация по дискредитации ряда представителей украинского военно-политического руководства. В частности, дискредитационная кампания будет направлена против начальника Генштаба Вооруженных сил Сергея Шаптали, начальника СБУ Василия Малюка, министра обороны Алексея Резникова и исполняющими обязанности главы нацполиции Ивана Виговского и других. Среди прочего, кампания будет включать воспоминания сфабрикованных материалов украинских и международных СМИ. Цель ИПСО – посеять неопределенность в оборонных возможностях нашего государства среди граждан Украины и международных партнеров. Это, говорят российские спецслужбы, должно вызвать политическую нестабильность внутри страны и снизить доверие к Украине со стороны международной антипутинской коалиции. Друзья, вот такие вот дела. Русские продолжают свои ИПСО. И пока не будет суд над бандой ФСБ, это будет продолжаться. Мабодняла, босик. Мабодняла. Свет халлы течется. Дикция улкарса. Отражение. Я не очень. Вроде бы на планшете, на компьютере нормально, а на другом экране не очень. Да? Но халтухой все равно. Да, ну Маш Воль, Шавига. Вновь зашедший вас приветствую. Александр, Георгий, Руслан, Усман, все. Кто у нас? Георгий, грузин. Всех приветствую, друзья. Шавига Маш Воль. Отлично, Галан, все отлично. Приветствую в Германии. Да, я в Германии. Кстати, наша Германия выделила танки, и уже речь идет об американских самолетах. Короче говоря, все нормально, друзья. Вся Европа, весь мир за Украину. И самое главное, наша Германия тоже, да. Это самое главное, да.
Hon no jätsä digion aslan digwa. Iş svetkaç digwa boya oyna. Салам маршал Масарга Делир Салам маршал Голь Рустам Машоль. Где в Германии? В Германии, в городе Гамбурге. Так, все отлично видно, и звук отличный, все, бюсте, Алфридом, всех, друзья, Машду большое, приветствую. Приветствую, друзья, Деон. Так, Деон. Пишите ваши комментарии, друзья, ставьте лайки. Я знаю, что Анна Лена Бербок, просто ее они ненавидят, да, всеми фибрами своей души они ее ненавидят. Сегодня вспоминаем жертв национал-социализма. Запомните, запоминание не имеет финишной прямой, потому что проработка преступлений национал-социализма неубедительна и остается задачей для всех нас. Этот Освенцим больше никогда не повторится. Говорят нам зеленые из Бундестаг фракцион. И это постит уважаемая нами Анна Лена Бербок. Вообще, уважаю Анну Лену Бербок. Наверное, это самый мой любимый политик, Деон. Особенно после того, как был суд над террористом Вадимом Красиковым и ее выступление. Но это молодец. Анна Лена Бербок молодец. И сейчас позицию принципиальную держит. Вообще, молоток, Деон. Как ты сказал, помнишь, как пахнут здесь? Как ты сказала, помнишь, как пахнут здесь? Если начнется РФ против НАТО, думаю, сразу же Россия лишится Кёнигсберга. Да, Кёнигсберга лишится. Ну, посмотрим, чего она куда. В смысле, откуда из гамбургера? Может, тебе ключи от квартиры дать? Я не понял. С какой целью интересуешься? Аслан, помнишь? А ты сказал, помнишь, как пахнет здесь? И никакого русского духа ты имеешь в виду, Мустан? Это вот то, что я ехал в машине и говорил, ты это имеешь в виду? Так. Асан, хорошие новости, весь мир помогает Украине. Да, Эдам, совершенно верно. Привет из Армении, всем мира. Привет. Почему так долго танки передавать будут? С Грей, я не знаю, почему так долго будут. Это вопросы не ко мне, но мне кажется, вот я смотрел вчера на российское телевидение, вернее, я его каждый день смотрю, и там они говорили, что уже видели 2 леопарда, где-то, не помню, в Запорожской области, по-моему, они где-то видели его, не знаю точно. Я полагаю, ту информацию, которую нам дают, она происходит после того, как решение принимается. То есть ту информацию, которая получает огласку, она уже прошла там 20 стадий там, и так далее, проверок и так далее. Поэтому мне кажется, все там уже на месте, и там годами, месяцами ничего идти не будет. Мне так кажется, но я могу ошибаться, конечно. Так, у них хваленый типа модернизирован Т-90 прорыв, горит как спичный коробок от простого шанского гранатомета. Представь себе, как западные танки изменят обстановку, иншаллах. Да, и я вчера, опять же, смотрел русские новости, и там какой-то их там эксперт, который, мне кажется, понимал, о чем говорит. Он сказал, говорят, а что такое там, американцы 31 Абрамс дали, там, немцы столько-то там десятки, там, всего если собрать, там, до сотни, может, максимум наберется танков. И он говорит, это говорит, как распробовать дается, говорит, и до 1500 танков спокойно Запад доведет эту цифру и поставит Украине до 1500 танков. Вот его слова, россиянина, это русского там какого-то слова. Поэтому я думаю,
если уже дали, все, знаете, там уже... И что им дадут дать? Посмотрим. Посмотрим. Ну, то, что Украина выиграет, в этом я не сомневаюсь. За Украину весь мир и мотивация очень мощная у украинцев. И украинцы бьются просто как волки. Как чеченские волки они бьются. Так, хочу хасна мяти бервак войну вергает Германию, говорит Трамвельд. Трамвельд, со ночью мау, со сей позиции уж мау, питео. Со сей взглядью, со сей позиции, сей оман сагаттеш, сей национальный интерес, освицаш. А удит сунца хаум. Бербаку Вадим Красиковин хантуан шайна. Вай совар и язынок и требованияш лично. Ищаил требования шеш, удовлетворить тиншу полностью безопасности, душун самогат дилаш. Ночи хуздебахкан был нах ал. Вейг камел тюр бербаку. И цаду лично вейг хадин камел дон свой. Публично. Не лично вейг, а вейг ночь дипштали. Инца расхшана горч адухал яллях. Чуш я борсан. А сун расхшан духал валлак. Любойнак сун борзю. Хитео. Когда дегат, вам чубор бубор бац. В Германию война, натовскую страну русские не полезут. Не полезут просто, понимаете? Никогда в жизни, да, они запугивают, мы там будем это делать, мы там будем то делать. И реально, что они могут, из-под тишка делать теракты. Вот и все, что они могут. Теракты они могут, это факт. И в этом они спецы огромные, потому что они террористы по своей сути. И они будут производить теракты. Вот и все. А так, чтобы там война придет, это все брехня русская, фашистская. Никуда они не придут. Район какой, я тоже твой сосед. Район, деревня к деду дел. Рашки хана далму, Эмилю Аслам. Изавай министр иностранных дел войнах. Министр иностранных дел Германии. Аслан, как понять социализм? Что это такое? Я просто знаю, что у нацистов, что у коммунистов партии называли социалистическими. Но вот речь шла о национал-социалистах. Это и были эти нацисты, национал-социалисты. Поэтому их и называли нацистами. Тогда это не было, нацист не было каким-то таким плохим словом. Национал-социалисты. Просто потом из этого, когда уже они совершили тягчайшие преступления, их начали так называть. Да? Если украинцы одержали победу в Киевской и Черниговской областях на простых своих Т-65, то остается только запасаться попкорном. Да, конечно, там шансов у русских нет никаких. Они это прекрасно все понимают. Прекрасно. И, закидывается информация, конечно же, им нужно поддерживать вот этот дух, что вот мы сейчас победим, сейчас мы справимся. На самом деле, на самом верху, вот если их послушать, вот этих всех пропагандистов, их идеологов, то они уже изменили риторику просто на 180 градусов. Совсем противоположное говорят. Да, остаются еще вещи, к которым они привержены, что там Америка их оккупировала, что они там находятся в какой-то там колонии там Америки и так далее, и так далее. Но при всем при этом уже речь идет, понимают они, что они эту войну проиграли. Раньше грозились ядерным оружием, ядерным ударом по Америке там, и так далее. Теперь говорят, уже отказаться же нельзя, так много говорили об этом, что нанести удар. А сейчас говорят, мы не нанести говорим, а просто теоретически показать, что мы можем нанести. Теоретически показывать не надо. И так все знают, что у России есть ядерное оружие. А если не наносить его реально, то пока непонятно, что будет. Испытания хотят провести, побаиваются. Испытания у себя на своей территории атомной бомбы испытать, побаиваются. Вдруг посчитают, что это нанесение удара, и сразу американцы и Запад запустят свои ракеты. Может, уже украинцам передали атомное оружие. Мы же не знаем. Знаем, что только русские террористы визжат, что у Америки больше, чем гаубиц, артиллерии, больше ракет. Десятки, сотни тысяч, они говорят, что у американцев томагавков, на которые ракеты томагавк,
на которые боеголовки можно ставить ту же атомную бомбу. Может, эти томагавки уже есть у Украины, может, их еще пока нет. Самолеты передаваться сейчас будут. И тоже уже, я в этом не сомневаюсь, идет обучение летчиков там и так далее, и так далее. Там ведь не только самолет, да, только один летчик в самолете, 2 человека там в самолете. А еще на земле обслуживать этот самолет, там целая команда, целая инфраструктура нужна. К всему этому готовятся. Украина будет самой боеспособной в Европе страной, самой мощной. Великолепно украинцы обучаются вот этим всем современным. Но в принципе, опять же, если послушать русских террористов, они рассказывают, что украинцы, ну, во-первых, очень способны к обучению. А во-вторых, если вы умеете водить там Т-34 или Т-60 какой-нибудь 5, то в 2 недели нужно, чтобы научиться пользоваться Абрамсами и Леопардами. Например, если вы умеете ездить на Жигулях с механической коробкой передач, то на Мерседесе какого-нибудь С-класса или джипа какого-нибудь крутого немецкого вам особого труда не составит. Да? Некоторые прибамбасы там разные нужно выучить, чтобы более комфортно было ездить. Ну вот такая вот ситуация. Поэтому в любом случае у русских террористов все отвратительно, и на самом верху они об этом знают. Но вот это мясо будет посылаться, будет создаваться криминогенная обстановка, будет накручиваться. Как я на примере могу вам рассказать. Например, мы жили в Грозном, вот у Хусейна, может, слышали у меня в стриме, он тоже об этом рассказывал. Вот, и никаких убийств у нас не происходило. Но по телевизору, российскому тогда телевизору, показывали, что мы каждый день убиваем русских, вырезаем их, грабим и так далее. И русские боялись. Они знают, что никого вокруг их знакомых, никого не убили, но телевизор рассказывает, что чеченцы лютуют, там, убивают и так далее, и так далее. И люди боятся. Люди просто начинают бояться. Хотя очевидно, что никаких преступлений нет. Они думают, может, от нас скрывают, может, мы не знаем и так далее, и так далее. Поэтому уже начинает, в этом помогает, уже начинает запускать эту тему Геннадий Гудков. Вы знаете этого человека, генерал ФСБ, как его представлял нам Сотник. Потом почему-то они после того, как я начал обращать на это внимание, что он ушел полковником или подполковником, а сейчас он как бы генерал у Сотника был на канале. И Гудков не возражал по этому поводу. Теперь же они начали уже подчеркивать, что он полковник там и так далее. Так вот, этот Геннадий Гудков, другие говорят, вот сейчас вагнеровцы, вот боевики. Тоже, да, очень интересное замечание сидят. Боевик — это вооруженный бандит. Бандит, просто вооруженный человек, это криминально вооруженный человек. Нас, чеченцев, русские террористы называли боевиками. Хотя мы не были криминальными абсолютно. Хотя, может, криминальные элементы среди нас тоже были, но в основном это были обычные чеченские добровольцы, обычные разных профессий люди были. И нас называли боевиками, то есть вооруженными бандитами. Теперь же самые настоящие, без приукрас, настоящие вооруженные бандиты со всех тюрем собрали, и это и есть русская армия. Нету никакого ЧВК Вагнер, там каких-нибудь ЧВК Кадыровцы, нету. Это все вооруженные силы ФСБ и вооруженных сил так называемой фашистской России. Не так называемой, фашистской так называемой Федерации. И вот самые настоящие боевики сейчас воюют, русские боевики. Вот так все у них везде. Если они кого-то называют террористами, значит они сами террористы. Если они кого-то называют бандитами, значит они сами бандиты. Вот такая вот ситуация интересная разворачивается. И сейчас задача в России навести криминогенную обстановку. И вот эти боевики, русские боевики из Вагнера, там, из Кадыровской их банды, эти люди начнут терроризировать людей, будут убивать оппонентов, будут убивать недовольных, будут убивать чиновников, которые не то чтобы открыто выступают против, а где-то как-то
пытаются саботировать разные там указы или приказы, которые поступают сверху. И Россия погружается в страшный хаос. Страшный просто, криминогенный хаос. Теракты планирует Путин и ФСБ, как обычно, чтобы еще больше ужас ввести российское население. Я думаю, это конец России, конец, развал фашистской России. Но опять же, многое зависит от того, как мы себя поведем. Да, например, многим игрокам могут сделать такое предложение, Западу, Англии, Америке, Украине. Русские могут сделать такое предложение, от которого они не смогут отказаться и скажут: ну ладно, оставим эту Чечню, этот Кавказ и займемся своими делами, раз Россия упала на колени, просит пощады и так далее. Вы видели видео, которое я вчера загрузил, где Геннадий Гудков рассказывает, что им нужна индульгенция. Пряник, кнут есть, говорит, санкции, все такое, это все хорошо, надо еще больше и так далее, говорит. И говорит, что чтобы убрать Путина, нам нужна индульгенция. То есть Гудков говорит, что одной части банды ФСБ нужны гарантии, что их всех не будут сажать и преследовать за их преступления, потому что там замараны все просто. За это они убирают Путина. То есть им нужно сохранить свою банду ФСБ. Прямым текстом Гудков заявляет, что они готовы убрать Путина, но дайте нам гарантии и индульгенцию, то есть неприкосновенность. Простите им все грешки, он говорит. Этим самым, значит, часть банды ФСБ хочет сохраниться. А если сохранится часть банды ФСБ, значит сохранится система ФСБ. Самое главное, что нужно уничтожить и судить, это сама система ФСБ. Об этом писал Абдурахман Авторханов, что это колосс на глиняных ногах. Уберите вот эту субстанцию, вот эту банду ФСБ, тогда это КГБ называлось, и все, и Россия развалится как колосс на глиняных ногах. Нету другого стержня, потому что у нормальном любом другом цивилизованном государстве есть несколько ветвей власти, несколько контролирующих друг друга органа. А в России, и в Советском Союзе, и в нынешней фашистской России не было никогда этой системы. Всегда все упиралось на КГБ. Министр МВД ставился КГБшник, Генеральную прокуратуру возглавлял или агент, или действующий офицер, который работал и в ФСБ, и в следственных органах, в налоговой, в СИН, везде ставились свои люди. И, конечно же, вся власть полностью контролируется, управляется. Не каждый вздох, не каждый чих, конечно, но в целом вся система управляется террористической бандой ФСБ. И вот сейчас Гудковщина просит, чтобы они сдадут Путина, фактически, да, сдадут Путина, или там сделают вид, что он погиб, или сделают вид, что он сбежал, или еще что-то сделают, просто отстранят от власти, посадят под домашний арест, как держали долгое время Горбачева и так далее. Потому что Путин, на самом деле, это не самое главное там лицо. Там решает коллегия ФСБ, там решает Патрушев, Бортников, имеют очень серьезный вес, особенно Патрушев, да, Бортников. Чиновник, который назначается, хотя очень тоже влиятельный человек, влиятельный террорист. Ну, вот такая вот интересная ситуация разворачивается. Ирина, добрый вечер. Я вас рад наблюдать. Джахар Сила, совершенно верно, Макс. Greetings, brother. Окей, да. Уже Трамп говорит про атомную бомбу. Так, ты прав, да, они на стороне, но оставшись в Чечне скоро почти всех мобилизуют. Ты прав, да, но на их стороне, но оставшись... Совершенно верно, Фридом. Самое, ты не мне это, наверное, пишешь. Ты это пишешь Руслану, но я тоже тебе скажу по этому поводу. Да, реально сейчас чеченский народ стоит перед тем, что нас в Чечне не оставят никого.
мужское население в первую очередь, а потом и возьмутся и за женщин. Ишт халдушун вайга дегнохче. Сунар паник шари рука наш дари целя, но хагуштег отстедош. Душунар ишч картин. Душун, потому что будут всячески пытаться нас забросить в самое пекло. А потом попробуют просто нас всех истребить. Поэтому кто может, ну, должен выезжать. Кто как может. Да? Так, чем больше Европа будет помогать Украине, тем больше будут гибнуть ногчик энты. А что ты предлагаешь, Фридом? Ты предлагаешь не помогать Украине, и чтобы Украина проиграла? Ты этого хочешь? В таком случае мы погибнем еще больше. Еще больше погибнет. Конечно же, это отвратительно, что сейчас происходит. Но Украина должна победить. И только после победы мы сможем привлечь к ответственности террористическую банду ФСБ. Тот же боец под Кадыровым наверняка, и он может курировать уничтожение лиц нелояльных, которые, тот же Чимаев, боец Чимаев под Кадыровым, которые бежали в Швецию, нелояльно, которые... Я не думаю, что Чимаев будет такими вещами заниматься, потому что у каждого человека есть своя роль, и не каждого человека привлекают к ликвидациям, к убийствам и так далее, и так далее. Чимаев исполняет роль популяризатора путинского ФСБшного режима. Догадывается он или не догадывается, хороший он парень или плохой, не об этом речь. Реально он выполняет роль гладиатора, он выполняет роль популяризатора, он популяризирует, он легитимизирует вот этот преступный ФСБшный режим в Чечне. И теперь он там высказался на того, кто сжег Коран, якобы он там сказал, что он террорист, и якобы, я не знаю, насколько правда или нет, я читал это, смотрел ролик, что тот, который сжег вот этот Полудан, который сжег Коран для провокации против Турции, да, свои шведско-турецкие, российские вот эти разборки привлекли всех мусульман в это дело. И он сказал, что он теперь сожгет, потому что Чимаев на него сказал, якобы, я не знаю, насколько это достоверная информация, что Чимаев на него сказал, что он террорист, и за это он теперь пойдет и сожгет перед российским посольством еще один Коран. Фактически Чимаев сыграл роль детонатора против чеченцев теперь. Вот этот мерзавец, вот этот провокатор, который сжег Коран, теперь этот мерзавец и подонок будет сжигать перед российским посольством, то есть как бы привлекая к этой теме чеченцев. Из-за Чимаева, если это реально состоится, если это так. Вот таким образом используют этих людей. Им разрешается зарабатывать деньги, их раскручивают, их поднимают до каких-то высот. Но за это они должны делать определенную работу. И теперь, если он сожгет перед российским посольством и прямо как бы обратиться к Чимаеву, скажет про чеченцев пару слов, а если он это будет делать, вот этот провокатор, то он обязательно скажет и про чеченцев, и про Кадырова, и про Чимаева, и так далее. И в таком случае фактически камень бросили в наш огород. А из-за чего? Из-за того, что Швеция хотела вступить в НАТО, Турция была против этого, и гражданин Дании приехал в Швецию и сжег Коран перед турецким посольством. Задумайтесь, он мог это сделать в Дании перед турецким посольством или вообще не перед посольством. Коран это же не турецкая книга, правильно? Это книга мусульман. И зачем идти к турецкому посольству? Это целенаправленная провокация, в которой, без сомнения, замешаны русские террористы. И вот Чимаев сделал вот такую свинью, подложил своему народу, заступившись. Но изначально он изначально эту свинью подкладывает. Все спортсмены, все певцы, певички и все остальные, кто популяризирует, легитимизирует
путинский режим, оккупационный режим Чеченской Республики, что бы вы ни думали, как бы вам ни казалось, что это все уже навсегда, вы являетесь преступниками, вы являетесь соучастниками. Да, вы ничего не делаете, вы всего лишь там спортсмен, вы всего лишь певичка и так далее, но при всем при этом вы являетесь большим, важнейшим механизмом в оккупации чеченского народа и государства. И рано или поздно вы будете вот такие их работы выполнять и тем самым делать им пользу и вред своему народу. Но зато у вас есть Мерседес, зато у вас есть подписчики, с вами хотят сфотографироваться и так далее, и так далее. И что мду. Ребят, напоминаю, стрим у нас идет в YouTube и в TikTok. Пишите ваши комментарии, ставьте лайки и распространяйте ссылку на наш стрим. Так, давайте почитаем. Асан, ты говоришь, что русские будут пытаться уничтожить все население Чечни путем отправки на войну Украины. А с Дагестаном то же самое сделают? Да, Заур, я в этом нисколько не сомневаюсь. И Дагестан, и Ингушетия, и Кабардино-Балкария, и Карачаево-Черкесия, все будут посылаться. Просто я знаю, к чеченцам особая любовь у фашистской России, любовь в кавычках. И поэтому, конечно же, будут посылаться все. Любовь и к дагестанцам у них тоже просто колоссальная. Колоссальная. При всем при том, что дагестанцы всячески проявляют лояльность, всячески показывают, насколько они больше россияне, чем россияне. Но мы все знаем, и ты это знаешь, что какое отношение, какая любовь у них к нам и к дагестанцам в частности, к кавказцам и дагестанцам в частности. Да, будут отправлять всех. Вот вышли дагестанские матери, вышли в Чечне матери, и это немножко сбило их настрой. И они чуть-чуть сдрифанули, потому что реально против народа они не могут выступать. Если бы дагестанский народ поднялся бы, по-настоящему поднялся бы, то ничего бы они не сделали бы. Да, в Чечне-то еще и людей меньше, и там, войск больше, и там всякого, и контроля, и агентуры, ну, всего напичкано. В этом плане в Дагестане, в Ингушетии чуть-чуть посвободнее. Не могу сказать, что там свободно, по сравнению даже с любой другой частью фашистской России. На Кавказе навсегда было очень контроль сильнее был, управление было намного сильнее. Но вот в Дагестане то же самое, это все имеется. Поэтому да, конечно, будут отправлять всех. Всех. Война будет народная. Сейчас они будут переходить полностью на военные рельсы. Все просто будут забираться. Все должны будут идти на войну. Вот так вопрос стоит. И первый, конечно же, в пекло бросаться будем мы, кавказцы. Лучше ужасный конец, чем ужас без конца. Да, ужас уже, у них конец будет у террористической банды ФСБ Чечня, Россия. Машвой. Сегодня смотрел самое длинное интервью Джохара в отличном качестве. Какой-то парень, по-моему, литовец, исправил это видео, и теперь интервью Джохара в отличном качестве. Супер, Хамза, ты такие вещи, ссылку давай, будем вместе смотреть. Этот последний ход их не сам. Мы на истинном пути, как сказал Джохар. Да, мула. Да, мула. Мы должны понимать, друзья, что если в этом году, да, потому что и Байден, и Патрушев сегодня, вчера, я тоже смотрел его, говорил, что Америка хочет затягивать эту войну и так далее, и так далее. Вероятно, эта война может затянуться. Байден говорит, что русские хотят затягивать, Патрушев говорит, что американцы хотят затягивать. Но, вероятно, может эта война затянуться с территории Украины. Она в этом году, я надеюсь, прекратит свое нахождение, перейдет за границы Украины, но речь еще шла о том, что, вероятно, в других
советских республиках вспыхнет война. Вот об этом шла тоже речь, что Патрушев говорил, что они хотят в других республиках, государствах, бывших советских, начать. Но я не знаю, может речь шла о Беларуси, но он не назвал никакое государство, Казахстан, Беларусь, Средняя Азия, не знаю, о чем может там еще идти речь. Посмотрим. Но то, что русские готовились со стороны Беларуси напасть на Украину, и сейчас эти планы пока имеются, это очевидный факт. И скорее всего, не скорее всего, точно украинские сбройные силы, генеральный штаб готовится к этому. И я думаю, именно и танки, самолеты, это все к этому. А так посмотрим. Даже если Украина освободит свою территорию, на этом дела не заканчиваются. Еще может все что угодно пойти дальше. Там война может десятилетиями длиться на территории самой фашистской России. Посмотрим. Самое странное то, что вы власть в Чечне уже начали спорить между собой, сидя за границей. Макс Старк. Я не понял, о чем ты, о какой власти ты говоришь. По вашим прогнозам, Литва получит осколки. И я не понял, что ты имеешь в виду. Я понял одно, если что-то делает, то это не просто так, а у России устанавливает ПВО. Да, в России устанавливается ПВО, России уже давно, я об этом сообщал, готовятся оборонительные сооружения, в Чечне готовятся, копаются траншеи, блиндажи, потому что ко всему готовятся. Заводы некоторые в Москве спускаются в метро под землю. Это давно уже эта процедура идет, и она будет таким же макаром продолжаться. Посмотрим. Правду говорят, что Америка кинула Германию, пообещала выделить танки для Украины. Нет, неправда. Америка и выделила, и выделит, и выделяет. И Америка является вообще мотором всего этого процесса. Мотором, да, с двигателем. Так, правда, что Америка... Так, это я уже читал. Салам, Озарк. Как вы можете помочь тут в Европе? Как мы можем помочь тут в Европе? Фридом, я не знаю, как мы можем помочь. Нам нужно говорить об этом, выходить с этим вопросом. Я не знаю, смотрите, есть российские посольства. Мы должны, как минимум, выходить к этим посольствам и мешать им работать. Да? Я не знаю, проводить акции, закидывать их краской, я не знаю, что, яйцами. Что-нибудь мы должны делать, да, если кто-то готов это делать. Сейчас все массово эвакуируются, каждый пытается себя спасти, выехать, спрятаться там и так далее. Потому что разобщены, отсутствует единая координация, отсутствуют финансы, отсутствует информационная поддержка. В этом плане у нас вот такие вот дела. Нужно что-то делать, нужно что-то делать. Это я знаю, а вот что делать, на что мы готовы. Каждый день убивают чеченцев, каждый день, каждый божий день на войне уже этих мобилизованных, которые не хотели на эту войну. Первое время я говорил про кадыровцев, про бандюгов, которые пошли заработать легкие деньги. Сейчас уже гибнут простые чеченцы, как мы с вами, которых насильно забирают, и им ничего он не может сделать. Если не идет он, его забирают его брата, он вынужден идти. Убивают, как мы знаем, убить Магомед Бессултанов на Теречном районе за отказ воевать против Украины. И это только тот случай, который получил огласку. Еще масса таких случаев происходит и будет происходить. Не знаю, что делать. Сообщать тем, кто перешел границу, уже Украину уже попал, воюет уже в Украине. Сообщать им телефонные номера, по которым можно сдаться украинцам. Но уже хорошего выхода из этой ситуации нет. А мы здесь, в Европе, 420 тысяч нас, да, почти 500 000 человек нас здесь. Мы что делаем? Мы ничего не делаем. Мы ничего. Мы просто сидим и ждем, что сейчас все обойдется. Не обойдется просто так. Не обойдется. Каждое посольство, которое есть во всех этих странах, является бандпритоном, который является на самом деле врагом всех людей.
всех, и нас, чеченцев в том числе. И мы что-то должны делать, мешать им работать, проводить круглосуточные акции, не знаю я что. Давайте действовать. Надо уходить и что-то делать. Я думаю, что 2024 года Украина победит, а если они не тронут атомную бомбу. Ну, это тоже, как бы, Мустан, этот вариант тоже остается применение взрыв ядерной бомбы, еще чего-то. Но сейчас, вот исходя из того, что говорит там министр обороны Америки, о чем говорят там другие очень высокопоставленные чиновники, говорят, что вот эти ближайшие недели, месяцы, это вот решающий момент. Или, видимо, Россия сейчас готовится к броску. И большое сражение, где сотни тысяч людей будет уничтожено, вот к этому моменту мы уже близко подходим. Русским террористам и мобилизованным, насильно мобилизованным, хочу сказать, что вы будете тем мясом, которое вот я сейчас озвучиваю. Вот эти сотни тысяч войдут в ваши жизни. Именно вот на территории Украины. Не знаю. Ничего хорошего, конечно, нет, но нужно что-то делать, и мы должны что-то делать. Но пока я не вижу, чтобы мы проявляли какую-то активность и так далее. Все сидят и ждут с моря погоды. В Дагестане самое большое число спецопераций. До сих пор ты имеешь в виду? Или когда раньше ты имеешь в виду? Вчера и Дейлер Саламашевой. Моя мама была на митинге в Грозном. Очень быстро и доходчиво объяснили, что лучше вернуться домой. Да, я понимаю, я знаю. Там были очень нехорошие вещи. А сам в Ингушетии, КБР, КЧР население намного меньше, чем в Дагестане. Поэтому эти три республики еще легче контролировать. Да, в этом плане Дагестан очень населенный. Там очень много молодежи, самое главное. Очень густо населенная республика, да. Такого протеста, как в Дагестане, нигде не было. Да, я помню, я тоже призывал уходить дагестанских матерей. Я помню, уходили. Такого не было. Потому что, знаете, почему в Дагестане попроще? Дагестанцы всегда верой и правдой служили. Вот с момента пленения, сдачи в плен имам Шамиля, дагестанцы не сопротивлялись по большей части. Да, некоторые сопротивлялись, вместе с нами воевали, но по большей части не сопротивлялись. И, конечно, первосортными так и не стали, и не станут никогда, как не стали осетины первосортными, хотя всегда были вера и правда, на самом деле они самые там незащищенные, да, ими пользуются как хотят. То же самое ждет Дагестан, если он позволит также продолжать. Хотя в Дагестане есть определенные силы, которые противятся еще этому. Но если так пойдет, то Дагестан тоже превратится в Осетию. Или ту же там Карачаево-Черкесию, Кабардино-Балкарию. Тоже уже фактически нет никакого сопротивления там и так далее. Ну, хороший пример брать Северную Осетию. Поэтому и большая часть дагестанцев служили, воевали в Чечне против чеченцев. У многих есть награды, у многих есть военные билеты, в которых написано участник контртеррористической операции. А это льготы, это уже как бы какой-то у тебя статус появляется. И в этом плане в Дагестане, если сейчас поехать в Ханкалу, там можно найти огромное количество, там, как будто в Дагестан ты приехал, когда ты на военную базу в Ханкалу попадаешь. Поэтому вот такие вещи дают немного возможности дагестанцам высказываться. Но это не спасло дагестанцев. Самые большие потери, ну, как получив военную специальность, все подумали, как в Чечне будет безопасно, поехал там, заработал денег и вернулся. Ну, в Украине совсем по-другому. Поэтому в Дагестане большие потери именно с Дагестана были, с Бурятии. Буряты тоже очень бедный регион, и их забревают в армию. Вот они пошли тоже, и поэтому были такие потери у бурятов. Ну вот, как-то так.
Как-то так, да. Почему я не вижу те комментарии, которые ты читаешь? Потому что стрим у меня идет в ТикТок и здесь в YouTube у меня идет. Я читаю и в YouTube, и в ТикТок. Если Москва ударит по Украине ядерным ответным ударом, какая страна станет? Если Москва ударит, ну, Украина же ударит. Ну, у меня нет никакой информации, но мне очень кажется, что или передано уже Украине ядерное оружие. Почему русские заткнулись так? Или же им сказали, вот здесь где-нибудь в Польше, или где-нибудь в Германии, или еще где-нибудь в стране НАТО лежат ваши томагавки с ядерными боеголовками. Позвали Залужного или Резникова и сказали, вот смотрите, и Зеленского, вот атомные ракеты, если по вам ударят, мы ответим. И полетел какой-нибудь там Берн, директор ЦРУ, и сказал, смотрите, мы передали Украине атомные ракеты, в случае чего, если вы по ним нанесете, ответят. И все, и сядет Вова Путин, как и сидел ровно. Поэтому ничего подобного. Так, все люди хотят жить в мире, и слава Богу, что сейчас Кавказ не воюет. Для разнообразия хотелось бы послушать тех, кого вы поддерживаете из политиков. Я не понял, о чем ты говоришь. Джахара Дудаева ты хочешь послушать? Ну, забей в Ютубе, послушаешь. Салам алейкум, наш прозападный брат. Ва алейкум ассалам, наш прорусский Курбанов. Бог Кузя не унимается. Да, мы дети одной земли, не надо войн. Да, скажите русским террористам из ФСБ и Лубянки и из Кремля, что не надо войны, что мы братья. Так, скажите им, как будто мы напали, да? Так, вернемся к вашим комментариям. Вернемся к вашим комментариям, друзья. Многих дагестанцев завалили в Украине, которые учиняли преступления в Ичкерии. Да, Садулла Гехинский, очень много погибло, и я могу сказать, некоторые дагестанцы еще на пенсии, кто-то умер своей смертью, но самыми кровавыми убийцами чеченского народа вот во Второй русско-чеченской войне были именно дагестанские отряды. Я думал над этим, почему же зверствовали эти дагестанские вот эти боевики, террористы. И я пришел к тому, чтобы они это делали, видимо, скорее всего, так как чеченцы пришли на помощь, несмотря на то, что война могла прийти в их дом, чеченцы пришли на помощь дагестанцам, Чабан-Махи и Карамахи, и тем самым спасли женщин и детей, которые русские террористы хотели убить. И это останется в нашей истории. Что бы как бы сейчас не было бы, как бы мы друг другу там не говорили какие нехорошие вещи, но в истории мы останемся братьями, которые пришли друг другу помочь, пошли на помощь друг другу. Ценой тому, что война перешла на сторону. Фактически чеченское государство пришло на помощь своим братьям дагестанцам, которые являлись частью российского государства, чтобы их спасти, вывести оттуда, провести спасательную операцию. И вот благодаря вот этому это останется всегда. И видимо, чтобы вот это замазать, что мы можем быть друг другу хорошими, там, надежными, именно вот дагестанцев заставляли творить вот эти зверы. Не тоже заставляли, просто набирали людоедов и говорили, давай, убивай женщин, детей, отрезай головы, перерезай горло. И все это творили дагестанцы, которые воевали у нас. И это, видимо, делалось для того, чтобы вбить клин. Помните, когда пленили раненого Байсангура Биноевского, у которого не было одной руки, одного глаза, одной ноги, и все тело было в ранениях, он был уже стариком, его поставили на его одну ногу на табуретку и вешали.
И когда русские его вешали, не сами убрали стул из-под него, а сказали собравшимся, его вешали в Дагестане, по-моему, не помню где, там казнь проходила. И сказали, кто готов. И вызвался один дагестанец, который за деньги готов был убрать из-под него этот стул. И Байсангур сам спрыгнул с этой табуретки, отбросил табуретку и повесился. Он это сделал для того, чтобы не доставить эту радость врагу, и чтобы в истории не осталось того, что именно дагестанец это сделал. И это все останется между нами. Это у русских забывается. Да? И дагестанцы помнят все, что мы им сказали и сделали. И мы помним, а нам сказали и сделали намного больше все вокруг. Потому что мы оказывали в последнее время уже сопротивление. И от них только некоторые к нам присоединялись. Остальные же уже были за Россию, считали себя россиянами. И всячески пытались даже откреститься от нас. Я жил в России, и все там, ну потом нам русские сами рассказывают, как дагестанцы, армяне, грузины говорят, не, мы с чеченцами никакого. Ну, армянам, грузинам полегче, они еще христиане, а дагестанцам, другим кавказцам открещиваться, даже ингушам от нас открещиваться намного тяжелее, особенно ингушам. Но и такие были. Говорили, нет, это чеченцы какие-то, потому что так нагонялось истерия, что каждый хотел отстраниться от этих террористов. Уже я сам думал, может я реально какой-нибудь террорист, и я должен кого-то съесть, утром младенца, вечером взорвать недозорванный Путиным дом в Рязани, ну и так далее, и так далее. Вот такие вот дела, друзья. Поэтому посмотрим. Дагестанцы нам не насильно отправили. Вот в чем проблема. Они русскими солдатами танцевали. Да, Мустан, я об этом говорю. Уже много десятилетий, больше века, полутора века уже может быть. Дагестанцы уже душой и телом, некоторые уже посчитали себя россиянцами. Да, ну там есть, конечно, нормальные люди, но, к сожалению, так. И да, их никто насильно не гнал, как сейчас мобилизация, гонят. Нет, этого не было. Ты абсолютно прав. И, конечно же, поэтапно мы должны все это помнить. Это наша история. Мы должны все это запомнить. И когда сейчас Кавказ освободится, и мы станем союзом кавказских государств, тогда мы должны знать свою историю и ни в коем случае близко не подпускать тех, кто совершал геноцид чеченского народа. Любой, кто был связан с фашистской Россией, должен подвергнуться люстрации и не допущен быть никакой либо управленческой деятельности, государством, управленческой деятельности государством. Вот как-то так. Султан Гирихан, я видел, что ты говорил, что чеченцам свобода не нужна. Как прокомментируешь? Султан, конечно, это провокация, я ее слышал. Это вырванный из контекста ролик. Это единственное, что они смогли, потому что у меня есть целый ролик, я там 5-6 минут говорю. Я говорю о том, что я в первый раз услышал на русском языке слова «свобода» там, и так далее, и так далее. И раньше я слышал эти слова «свобода», «независимость», «борьба с несправедливостью». Я это слышал только на чеченском языке, я говорю. Я тогда был очень воодушевлен, там попал на форум русских, форум «Свободная Россия», где были украинцы, русские, говорили о свободе, там к чеченцам очень хорошо относились. Там были люди очень порядочные, там люди были. Хотя руководители, Каспаров, Ходорковский и вся другая шушера, конечно же, это далеки они, конечно, от порядочности и там человечности. Ну вот были такие люди. Я там, и я не один, там мы несколько, там Аминат Саиева говорит, Адам Дервишев говорит, там еще несколько человек, мы там записали видео, и я выложил это видео. И люди разные говорят, что нам не нужна эта свобода, я сказал, и так далее. Я сказал, что я уже приходил к мысли, что кроме чеченцев она что, никому и не нужна, что ли, получается. Вот я это имел в виду. Но есть такие хорошие люди, которые выкладывают
вот эти видео, куски. Один из них брат Доки Умарова, нашего президента последнего, воюющей Ичкерии, с большой бородой, абсолютно, я ему написал, что это ложь, но он не убрал этот ролик, абсолютно лживые вбросы, которые из-за своей зависти и ненависти ко мне вот эти люди продолжают делать. Но Бог рассудит все, Бог рассудит. Она у меня здесь есть, Вахид, эта запись на этом канале, и у меня есть в самом начале, когда мы там были, я это все выкладывал. И в архивах у меня это где-то у меня есть. Есть, конечно, эта запись. Там Аминат Саиева была, там Адам Дервишев снимал, по-моему, Адам Дервишев. Эти люди никогда бы не позволили бы говорить такие вещи и сами снимать, если бы я это даже говорил бы. И это кусочек только вырванный. Но после этого сколько раз я говорил совсем другое, да, даже если я такое тогда говорил бы. Можно же было на другое обращать внимание, правильно? А нет, надо вырвать, как конченые дамы с низкой социальной ответственностью. Все, кто вот это распространяет, это дамы с низкой социальной ответственностью. Я вас всех такими называю, и вы такими являетесь в моих глазах. Но это ерунда по сравнению, что они еще больше делают. Например, они хотят представить в моем лице воинствующего атеиста, который представляет Ичкерию, чтобы отвернуть чеченцев от этой Ичкерии. Представить, что Ичкерию поддерживают только там, воинствующие атеисты, что Дудаев был атеистом, я был атеистом, там, Хусейн Исханов атеист и так далее. Это неправда. Чеченская республика — это демократическое, правовое, светское государство, где большинство населения являются мусульманами. Поэтому это все, опять же, туфта и ложь. Тоже с дамой с низкой социальной ответственностью. Брат Доки Умарова просто врет на ровном месте, говорит Султан Гериханов. Да, я это так вижу. Это так и есть. Никто не может сказать, что я говорю, что нам не нужна свобода. Ну не может этого быть, просто про определение. Я много раз говорил что-то в эфирах, где я кого-то цитировал, или как пример приводил что-то там. Ввел в чат рулетки, я представлялся россиянином. Это тоже можно вырезать и выкладывать. Это они тоже будут делать. Я представлялся россиянином и там топлю за Россию, там говорил. Это тоже можно выкидывать. Не смотрите на это. Это ложь, обман и провокация. А чего это мы Путина цитируем? Путин так же, как и ты, выражается. Ну и что? И что? Как он выражается? Брат, а помнишь эту чушь с Кашпировским? Конечно, помню. И Кашпировский. Сейчас они появятся. Уже появляются, друзья. Уже появляются. Путин умный? Нет, Путин не умный, я тебе скажу. Путин очень сильно лоханулся. Путин лузер столетия просто. Большего лоха в жизни вы больше не встретите. Так, скажи, Медведев, как человек способен застрелиться? Скажи, Медведев, как человек способен застрелиться? Мы в Европе удивляемся, почему славяне воюют против себя, Заход улыбаются. И футболка у него немецкая. Что-то я не понял вас, друзья. Так, во время имама Шамиля против русских в основном аварцы, родственные им андоцесские народы и часть чеченцев воевали. Остальные народы Восточного Кавказа в то время были в составе России. Во время имама Шамиля аварцы и родственные андоцесские народы, я соглашусь, вот часть чеченцев, что ты имеешь в виду? После того, как имам Шамиль добровольно, не пленен, добровольно сдался в плен, чеченцев осталось чуть более 100, чеченцев ингушей осталось чуть более 100 тысяч. Это так, на минуточку, что было после 25 лет правления имама Шамиля, который сдался в плен, самое главное в этом момент. Поэтому не часть чеченцев. Чеченцы положили все, что было у них на алтарь. Да?
Так, посмотрим. Асан, а вот эти вот подхолопные кристальные предатели, что оставлять? Пусть тоже отправляют на мясо. Но они управленцы, Адам Польский, они управленцы, они занимаются контролем. Конечно, их дети тоже будут отправляться на войну, но в зависимости от ранга их, ведь там тоже, там есть много шушеры, обслуживающий персонал, есть уже заслуженные стукачи, и там разные есть. Поэтому в основном, конечно же, будут отправляться все, но так они нужны для контроля за населением. Сюрдик Хайуэль Фрея Машиой. Так, я, друзья, перемотаю, вот здесь много написали. Так. 90... Так, давайте я сюда вернусь. В 90-91 годах все республики России, кроме Дагестана, приняли декларацию суверенитета, признанной официально Россией, упомянутую в Конституции России, через внесенные конституционные поправки. Да, я это слышал вчера, что Дагестан отказался от принятия декларации о суверенитете. Я это слышал, читал где-то. Так. Нет таких народов, как дагестанские. Нет таких, но, Заур, смотри, нет, мы прекрасно знаем, нет такого дагестанского народа, понятное дело. Но вы сами, дагестанцы, к этому, с этим согласны. Вы сами говорите, ты дагестанец, Дагестана. Например, когда меня назвали бы каким-нибудь кадыровцем, меня бы это возмутило бы. Даже когда нас россиянами называют, я возмущаюсь по этому поводу. Но это мне не нравится. Почему не возмущаетесь вы, когда вас называют дагестанцами? Вас это устраивает. Вы между собой называете себя дагестанцами. Хотя десятки национальностей, народов проживают на территории Дагестана. И этим уникален этот маленький клочок земли. В мире, по-моему, нету такого большого количества национальностей, которые, заметьте, не воюют друг с другом, не убивают друг друга. И не убивали. Ну вот как-то так. Так, красавчик Асан сказал, надо говорить как есть ли он. Был кровавый генерал Гаджиев, которого взорвала героиня чеченского народа Айза Газуэ. Дай Аллах счастья обоих мирах ей. Амин, Асколя, амин. Да, был такой Гаджиев. И он не один был именно с Дагестана. Не знаю, для чего это делалось. Может, у дагестанцев, вот кто к нам приходил, особая нелюбовь к нам, или им команды такие ставились специально, чтобы вот дагестанцы светились. Это такая есть методика. Например, русские в Советском Союзе и сейчас в России не может хвалить русских. Это такое правило. Хвалить русских должен дагестанец, там, чеченец, кто-нибудь другой. Вот такие вещи. И как бы это показывается миру, что не мы себя хвалим. Смотрите, вот эти покоренные, завоеванные нам народы, они нас восхваляют. И это очень такая тонкая материя, с которой они преподносят миру, что вот они какие, смотрите, вы говорите, что мы им геноцид устроили. А посмотрите, как они нас восхваляют. Не было никакого геноцида. Они сами хотели, чтобы мы сбросили с них ярмо вот этого терроризма, фашизма, исламизма и так далее, и так далее. Ну, вот такие вещи говорят. Да, пришли провокаторы, Мустан. Когда в Гунибе погибло 400 мюридов, они не считали имама Шамиля предателями. Проблема в том, что в Гунибе он издался в плен. И что там стало с 400 мюридами, я не знаю. Я знаю, что после того, как ты добровольно сдался в плен, вы можете что угодно мне говорить, друзья. Это уже историческая личность, и там особой роли он никакой не играет. Но человек, который 25 лет возглавлял мой народ, это не дагестанский имам, это мой имам, мой. Любой национальный. У нас живет и дагестанцы, и все, и евреи, и русские. И это все наши люди. И я к ним отношусь с должным уважением, как к любому чеченцу. А тем более это был наш имам. Мы его сделали имамом, когда его дагестанцы прогнали. Первый его указ был всех дагестанцев, вплоть чуть ли не убить, что ли.
оштрафовать, забрать все деньги и выкинуть с территории Чечни. Это его первый указ был, когда он оттуда пришел. Не знаю, про всех дагестанцев или про аварцев он говорил, которые его чуть не убили. Но это не важно. Это наш был амир. Наш имам это был. Да, потом Дагестан, может, часть присоединилась, но человек сдался в плен. Все, на этом заканчивается его история. Для меня, как человека, моего имама. После того, как он сдается, он уже становится, ну, одно дело раненый, плен попал. Ну, всякое бывает. Нельзя сказать, что человек не может попасть в плен. Конечно, может. Конечно. Но добровольно, говорит, чтобы там не спасти, чтобы не последние силы, чтобы они не погибли, хватит там слез, матерей, вдов, мы должны там смириться и сдаться. Хорошо, ты погибни, а они пускай сдаются. Ты не можешь, ты флаг, ты знамя, ты не можешь сдаваться. Ты выбрал эту роль не для того, чтобы править чеченцами, а чтобы быть этим знаменем. И этот последний момент имеет самое большое значение. Он получал жалования, ему разрешалось выезжать в Саудовскую Аравию и так далее, и так далее. Поэтому не бывает так. И потом он призывал не оказывать России сопротивления, как говорят, не знаю. Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам. 25 лет он думал. Так, что у тебя за мнение о Дудаева? Он был чеченцем, Мухаммад. Конечно, был чеченец. А кто он был, Джавад? Все знают его корни, да, там, 7-го колена. О чем ты говоришь? Вальсик, у тебя не может быть шейх Мансур героем, имамом Кавказа, потому что ты за Путина. Понятно тебе? Твои комментарии я читал. Имам Шамед был против царской России, а ты за Путина, да? В ближайшем будущем будет шкала по Путину, показывающая уровень неудач, да, уровень лоховства, да. Так, атеистов среди чеченцев нет. Появились среди нас с другими взглядами на религию. Не знаю, к добру или нет, но лучше честный атеист, чем верующие лицемеры, которые предают свой народ. Я согласен с тобой. Конечно же, намного лучше иметь дело с честным атеистом, чем лицемерным, подлым, притворяющимся верующим, который является лицемером и по факту тем же атеистом. Только под лицом он бывает. Единственное, с чем я не согласен, что у нас нет, среди чеченцев нет атеистов. Есть, леди. Есть, и это, ну, данность, что поделаешь, дело. Так, я имел в виду, большая часть чеченцев воевала. Насколько я знаю, отечественные чеченцы были в нейтралитете, но я уверен в этом точно. Смотри, Заур, определенная часть была в нейтралитете. Ну, после того, как уже эти территории были уже оккупированы и захвачены русскими террористами. Весь Кавказ, вся Чеченская республика, весь чеченский народ поддержал имама Шамиля. Тот, кто не поддерживал добровольно, его принуждали, это тоже факт. И это принуждали не дагестанцы, чеченцы сами принуждали по приказу имама Шамиля. И потом уже, когда имам Шамиль вокруг себя собрал всех своих родственников, всех аварцев, он вокруг себя посадил свой диван, он назывался по турецкому подобию Османской империи наподобие. Многие чеченцы разочаровались в том, что делал имам Шамиль. Многие чеченцы устали от войны, большие потери были и так далее, и так далее. Но нужно сказать, имам Шамиль был талантливым организатором, он был способным человеком, это факт.
исторический факт. И чеченцы начали не поддерживать и переходили на сторону русских, ну, как бы, не оказывали сопротивления русским, то есть. Вот это тоже было, но ничего удивительного в этом нет, если все уже перешли на сторону, весь Дагестан, а их правитель был несправедлив, уже под конец же, в начале себя очень справедлив, а потом уже все было по-другому. Но он делал, что мог. Единственное, если бы он не сдался бы в плен, это было бы хорошо. А тут, получается, он сдался в плен, наш имам сдался в плен и сказал: не оказывайте сопротивления. Конечно, в плену он обязан будет это сказать, у него другого выбора нет. И сейчас дагестанцы, некоторые аварцы, ссылаются на то, что нам имам сказал не воевать с Россией. Так он не вам сказал, он нам это сказал, он наш амир был. А потом уже кому-то другим он сказал. И после того, как он сдался в плен, это уже не важно. Понимаете? Так не бывает. Если бы они в мире пришли к какому-то согласию и договорились войти в состав России, а тут его окружили, и все, сдавайся, короче. И в этот момент он сдается. Но это уже малодушие. Так. Да, этого Вальсика можно вообще убрать в войнах. Убери его вообще к чертовой матери. Это провокатор большой. Ассаламу алейкум, ассалам, смотрящие. У имама Шамиля на теле места не было без ран, и умереть он не боялся. Война была проиграна, и их тоже немало полегло. Но я не говорил, что имам Шамиль был трусом. Я не сказал, что у него не было ран. И раны он получил от дагестанцев еще в Дагестане. И его сын, который сидел у него на спине, тоже получил ранение от дагестанцев, когда он перебирался через реку. И может быть и покушения на него были, и может быть и в боях он участвовал. Хотя я не знаю, в каких боях он участвовал уже, когда стал имамом. Поэтому речь не об этом. Боялся он или не боялся, опять же, тоже, как говорится, в одно время ты не боишься, а в другое время боишься. В молодости ты смел, а под старость ты думаешь: да живу-ка я свою жизнь в Калуге, получая жалование от царя. И все. Но это уже нет смысла это обсуждать. У меня есть мое мнение по этому поводу. И мне кажется, я его неплохо могу аргументировать. А так, взгляды у каждого есть. Там, дагестанцы его любят там, и так далее. Но за что его любят дагестанцы? Вот тот, кто мне пишет сейчас. За что ты его уважаешь? Да? За что ты гордишься? За то, что он 25 лет воевал против России? Или за то, что он сдался в плен? Вот объясни мне, за что? Если ты уважаешь его за то, что он 25 лет воевал против России, то ты не можешь одобрять поступок, когда человек сдается в плен. Тем более знамя, это первое лицо. Первое лицо не имеет права сдаваться в плен. Это был колоссальный моральный удар просто. После такого физического истребления еще он сдался в плен. Или ты поддерживаешь его 25 лет борьбы, или сдачу его в плен. И в том, и в другом случае ты два разных просто полюса в взглядах у тебя должно быть. Если ты поддерживаешь его борьбу, то ты должен продолжать поддерживать борьбу против фашистской России. Если же ты за то, что он сдался в плен и не оказывает России сопротивления, а после плена его слова вообще ноль имеют значение. После того, как он сдался, все, этот из правителя мусульман, кавказцев, превращается подхолопного, понимаете, под царем он уже становится. Все, его мнение, его слова уже ничего не знают. Более того, не значит даже то, что он раньше говорил. Не то, что он уже когда в плену был. Это такие вещи, которые просто он дагестанец и нам нравится. Ну и что он дагестанец. В Дагестане много было достойных воинов, хороших воинов. Да, чеченцы их не делали имамами, но мы его сделали имамом не потому, что он что-то сделал выдающееся для чеченцев. И что у нас чеченцев не было больше кого-то поставить. Нет, он ничего не сделал. Он просто был беженец, который сбежал
от своих кровных врагов. И все. Для чеченцев он или там показал свою, выиграл конкурс по математике или сразился в каком-то гладиаторском бое. Ничего этого не было. Его приютили, и просто чеченцы, чтобы не спорить за эту власть, так как понимали, что человек говорит на арабском, образован, реально враг России, раненый там, сын ранен, сам чуть не погиб и так далее, что человек надежный, ему можно доверять. И когда только он нам не потребуется, мы его попросим покинуть. Так чеченцы иногда делали. Чтобы за эту власть не бороться, если какого-то чеченца посадить во власть, он может обрастись там родственными связями, там еще как-то, и потом его трудно будет убрать. А приглашают, да, вот как менеджера, как президентов. Избирают, назначают. Как только надоел, все, пошел отсюда. Но имам Шамиль оказался очень способным, и он в войне оказался. А в войне это уже менять нельзя, отстранять нельзя. И, видимо, он себя достойно вел. Нельзя сказать, что чеченцы терпели бы недостойного. Да, имам Шамиль был достойным человеком, пока не сдался в плен. Вот об этом и речь. Алейкум ассалам. Двигайся на объединение. Да, я полностью согласен, вот то, что мне сейчас пишет Асламбек, и дагестанцам я говорю, друзья, если я так говорю про то, что дагестанцы пришли, нас там убивали, то, что там имам Шамиль сдался в плен, это не значит, что вы мне не братья, что мы не один кавказский народ, не одна единая кавказская нация. Это не так, чтобы вы не подумали. Да, тот, кто в душе за Россию, мне с вами вообще никаких интересов, никаких вообще пересекающих моментов быть не может. В душе, кто не хочет освобождения, кто уже россиянец. Поэтому не сочтите, что если я сейчас так говорю, что я именно на вашу честь посягаю или вашего имама. Нет, он наш имам. Не вашего имама я хочу взять. Поэтому заранее приношу свои извинения, если... И совершенно верно ты говоришь, Асламбек. Нам нужно объединяться. И я просто говорю, как было. Я говорю факты. Просто чтобы они были и чтобы об этом знали. Хотя, может быть, и не нужно этого говорить. По крайней мере, пока. Так. Пойдемте дальше. Выпису, алейкум ассалам. За 10 лет с начала русской войны, Кавказской войны, русско-кавказской, наверное, в Чечне 2 раза сократилось население, а в Дагестане 2 раза увеличилось население. Тавлинцев и других из Дагестана максимум насчитывалось 1500 человек в войске. Да, это тоже было. Ну, я еще раз говорю, дагестанцы, там, кабардинцы, карачаевцы, все, осетины, я не хочу вас ничем обидеть. Вы не являетесь нашими врагами. Мы единая кавказская нация, разных национальностей и разного вероисповедания. И грузины, и все остальные. Просто есть исторические факты. Может, я это говорю в грубой форме, может, это как-то вызывающе от меня звучит. Но я не хочу никого обидеть или оскорбить, задеть ваши чувства. Нет, ни в коем случае. Но правду я обязан говорить, чтобы все ее знали. Правду, как я ее вижу, как я ее знаю. Так, Асабек, це вышел. Ваше, я не пойму одно, как человек 25 лет воюет, потом идет добровольно, идет сдаваться и живет в Калуге, получает пенсию, по моему рассуждению, предатель. Вот именно об этом я и говорю, Асколе. Вот просто и все. Причем это наш
Да, он этнический аварец, но это наш имам. Я имею больше права об этом говорить. Хотя, и, наверное, и я тоже уже 150 лет с тех пор прошло, уже не имеет значения, что мы говорим. Асна, Шамиль дагестанцам сказал не воевать против русских, а из всех ран, 8 ран Шамиль получил от чеченца Губаша, которого псы Шамиля убили. Я не знал, я не знал. Да, они не должны обижаться на нас. Ты такого ничего не говоришь про дагестанцев. Просто есть предатели, и все, предатели есть предатели. Тут конец. Все, дальше пути нет предателей, есть предатель. Иду к Шадыга. Иду к Шадыга. Асамбек дался подаркш. Агантелиш. У каждого есть право проверить себя в Бахмуте. Потом узнаем, что такое предательство. В смысле, ты думаешь, до Бахмута мы не проверяли себя? А? Я тебе скажу, что Бахмут это пионерский лагерь по сравнению с тем, что мы видели. Вот, я тебе скажу. Я тебе скажу, что в Бахмуте есть артиллерия. Ну, если про себя, понятно. В Бахмуте есть артиллерия. У нас не было артиллерии. У нас патронов не было. Нам приходилось убить русского, чтобы добыть патроны. Оккупанта русского, чтобы добыть патроны. И днем и ночью нас бомбили. Днем и ночью. До 10 досчитать я не успевал. Просто ради интереса считал, вот, сколько попадет в дом или в соседнюю территорию упадет. Мина, танковый снаряд, артиллерийский снаряд. До 10 просто не успевал. Бум, 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 бум. Вот так было. Вот так было, да. А сейчас-то это курорт, то, что там происходит. Война страшная, ужасная, все такое. Представьте, что было у нас. Сейчас у русских вам даже есть что, украинцам есть что ответить. А у нас не было ответить. Да? Сейчас украинцы преобладают артиллерией. И я каждый день благодарю Бога, что так произошло. Вот эти обстрелы, которые мы на себе испытывали, вот эти окопы, которые мы рыли, чтобы спрятаться от этих градов, ураганов, там, минометов и так далее. И ничем мы не могли ответить. Просто ничем. Для того, чтобы ударить по русским, нужно было к ним подойти. А они отходили, разведка видела, что мы подходим, отступали и бомбили нас все время. Поэтому добраться до них было практически невозможно. Только там смертельный бросок делать на них, чтобы уничтожить там их несколько десятков или сотен. А сейчас все ровно наоборот происходит. Теперь русские прячутся, покопают блиндажи, окопы. Так, раньше они вот так выстраивали в ряд и просто бомбили. А сейчас они выстрелили, убежали. Оттуда выстрелили, убежали. Вот как прячутся. Бахмут пионерский лагерь по сравнению с Бахмутом. Абсолютно, Амзат, абсолютно так. Валлай, Асам, бомбили. Особенно было страшно, когда слышишь звук града. Я очень боялся. Будьте вы прокляты, русня, и пусть Аллах вас уничтожит вместе с предателем. Амин, амин. У меня бабушка очень боялась этих взрывов. Очень сильно боялась. И умерла она. Вот, видимо, от этого перенапряжения, которое было. Но сейчас придется избирать из своего народа и достойного человека из достойной демократической партии. Да. Говорит Фрея. Но все равно Бахмут, сам город в руинах, оборона держится. Да, слава Украине, слава ЗСУ, Руслан. Так-то мы нисколько не ущемляем, не прибедняем. Просто мне тут написал Фантомас, надо проверить. Я скажу, что я себя проверял уже. Вернее, меня проверяли уже. Так что я не нуждаюсь в этой проверке. Я заметил, что у украинцев бороды растут, как у кавказцев. Это говорит, что у них тестостерона больше, чем у русских. Русские спецом пропиарили пленение Шамиля, чтобы другим был стимул сдаваться. Наверное,
И все время, в советское время, нам Шамиля даже разрешали говорить о нем, там, он воевал против царской России, но теперь он типа и так далее, типа он завещал не воевать. Да. Самашки делали 11 штурмов и не смогли взять, мне говорили. Да, Самашки тоже село, небольшой населенный пункт. 12 тысяч населения. Да, Гештольцунт, я удал Вейн. Амин, Адам, Амин, Массана, да, Гештоль. Так, друзья, сколько мы в эфире? Так. Друзья, я вам хочу речь ну ладно, вы не сможете. Речь Байдена 10 минут почти. Посмотрите, речь Байдена очень нормально говорит. Роухар Аллаху Акбар. Так. Этот термин «дагестанский народ» был придуман в 20 веке. Дагестан создали в 21 году. При Совке пытались 36 народов в один народ превратить, но ничего не получилось, хотя такая политика была. Да, вот именно тогда, в 20-х годах, и был использован термин «войнах». Разделить чеченцев и ингушей, который был одним народом, до сих пор является, еще родственники имеются и там у людей. Да, делалось, очень много делалось. Нам очень много нужно проделать работы, чтобы очиститься от всего этого. Рустам, Бамут так и не был взят. Русня зашла туда только после того, как его оставили ополченцы. Ферстман. Не 12, а 19 тысяч. Так, о чем это мы говорили? 19. Добрый вечер с Киева. Витаю, вільний народ Ичкерии. Олег, витаю вас. Добрый вечер, Киев. Так, Минувайна, Лушвег, я против Люлё Кафырова уйер. Цагицана, цагицнин дейр. Вот. Хоч энон. Allah рейс хуйлон. Дэл си дуэла. Хоч энон. Гойон. Вот видите, я позавчера человеку просто объяснил, как мог. И он просто поменял. У него был ник «Я против Люлю Кафырова». Теперь я ему объяснил, что Люлю Кафыров это один палец только на руке. Или два, полтора. Но человек поменял. Человек понимающий и ни на кого не работающий. Работающий на чеченский народ. Да. Аллах, да, си дуэла. Дерес хуйлон. Вот и все. Нету у нас проблем с тобой. И с тобой, и с любыми, и кто против фашистской России. Нету и быть не может. Так, приветствие, Олег. Так, нет. Это правда, все время стреляли бум-бум. Да, Фрейроки. Ну, это если вопрос, или ты тоже это видела. Сацацаяш, метр, сацацаяш. Сонам цацай, отцел патронш, мичер дойдер. Амин, массана улилон. Сам Дагестан это республика, созданная коммунизм в 21 году. В Дагестане очень много народов, и они очень отличаются друг от друга. Я знаю, Заур, абсолютно. Абсолютно. Есть пришедшие, есть более ранние проживающие. Там разные есть народы, разные группы языков имеются, конечно. И что, друзья,
Так, у нас 1,5 часа мы в эфире. О, Иуда к нам зашел. Фишермен Менсуоми. Иуда. Это ты мне, что ли, Иуда? Иуда, это который за 30 серебряников продался, правильно? Который предал. Правильно? Ну, да не ко мне. Во-первых, мне никто не платит. Во-вторых, я не предал никого. Чеченец за Россию, вот кто предатель. А чеченец против России, это нормально, это естественно. По-другому быть не может. Поэтому принимаю любые упреки, кроме Иуды, который предатель и за деньги. Нет, это не про меня, Деон. Это не про меня. Так что ты мимо, Деон. Вот если я стану за русских, вот тогда ты можешь назвать меня за русских, я имею в виду за политических русских, за имперцев, за фашистскую Россию. Вот тогда ты можешь с полным правом назвать меня Иуда. И любому чеченцу я свою кровь благословляю. Любому, если я буду за фашистскую Русню, Деон, а не за чеченскую Ичкерию, Деон. Ишду. До сих пор плохо от звука истребителя. Да, сам гад дойтер. Всем салам алейкум. Алейкум азалам, Хорзум. Витаю. Все, кто для чеченца как-то навредил. Все, кто для чеченца как-то навредил, для дагестанца это герои, говорит Озарк. Ну, Озарк, ну давай не будем обобщать. Скрим Масир Дайол, стрим Масир Дайол. Ну, наверное, интересно тебе, Мустан, что я говорю. Правильно говоришь, слава Дудаеву, героям слава. Друзья, я закончу свой стрим сегодняшний. В воскресенье, я думаю, мы увидимся снова на чеченском языке. Смотрите анонсы, заранее я сообщу вам. На этом я закончу. Маш Вольф, Питер Вольф. На этом свой стрим я заканчиваю, друзья. Всего самого хорошего. Слава ЗСУ, слава Украине. Ну и конечно же, все будет Ичкерия. Ва алейкум ассалам. Дикуса далбухастам. Всего самого хорошего, друзья. Адикёль, Маш, Оэль, спокойной ночи. Массана хуйлан, Аллах резвана. Так, русские, наверное, сильно не получили в ответку, поэтому, не отходя, обстреляли село, а в Бахмуте, наоборот, русские же гасят артиллерию, теперь они на себе попробовали. Да, об этом и речь. Всего самого хорошего. Адикёль, Маш, Оэль. Все, пока, друзья. Файтер, пока.